Якутск отметил годовщину воссоединения Крыма с Россией. Сегодня праздничный концерт «Крымская весна» порадовал жителей и гостей столицы республики. На мероприятии побывала Саргалана Федорова. Порадоваться годовщине воссоединения Крыма с Россией пришли сотни людей с плакатами. Это молодежь, жители и гости столицы и все те, кто испытывает гордость за свою страну. Крым извечно был всегда частью России, великой России, могучей. За то, что он вернулся к нам, это радость большая. Это для внуков, для правнуков и для нас, конечно, тоже, для пожилых людей, чтобы свободно дышать, спокойно отдыхать, дышать свежим воздухом моря, любоваться ласточкиным гнездом, в котором мы раньше бывали не раз. Крым — моя любовь. Самые лучшие студенческие годы там провела, была на геологической практике. Очень люблю, но сейчас не получается туда выбраться. Очень хочу там еще побывать. Крым в составе Российской Федерации должно быть, и он есть. Я сам трижды был в Крыме, в 80-х годах, начало 2000-х, когда в составе Украины был, и в 16-м году. Есть сравнить, поэтому знаю, что это такое. Якутию и Крым объединяют исторические связи. Знаменательно, что после воссоединения Крыма с Россией дружба якутян и крымчан стала еще крепче. 10 июля 2014 года произошло историческое событие. Столица Северного края Якутск и южный город-порт Севастополь стали городами-побратимами. Тем самым были закреплены исторические связи и многолетние дружеские отношения двух городов. Тогда же в Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе одна из улиц уже много лет носит название Якутская в честь 42-го Якутского пехотного полка, который участвовал в обороне Севастополя во время русско-турецкой войны. Дружеские взаимоотношения с годами становятся крепче. Дети Якутска каждый год отдыхают в оздоровительных лагерях Республики Крым. Работает программа обмена студентами между федеральными вузами республик. И все это символизирует дружбу и брак.